Собибор. Лагерь смерти и история подвига, о которой мы забыли на десятилетие. Здравствуйте, это программа «Интервью». С вами Азат Самирханов. Сегодня у нас в гостях народный артист России, актер-режиссер, актер театра и кино, с недавних пор режиссер Константин Хабенский. Здравствуйте, Константин. Добрый. Вы говорили неоднократно в интервью о том, что фильм этот о людях, и образ Печорского, если не ошибаюсь, он такой собирательный. Да. Вот хочется понять, достигли ли вы этой цели? Удалось ли вложить в эту картину истории этих судеб, людей? Вы знаете, я скажу очень просто. Я все, что понимаю и умею на сегодняшний день в профессии, и все чувства, эмоции, мысли, связанные с этой историей и на подобную тематику, я все постарался вложить. По отзывам людей, которых я уважаю в профессии и в жизни, мне кажется, что я смог достучаться. Вот как прошла премьера в Польше? Какая она прошла, скажу вам так же, как премьера в Ростове, в Москве и в Питере. Я понял, что и в Варшаве тоже есть зритель, который пришел на премьеру, который нуждается в человеческих историях, и он также реагирует, как и ростовчане. Поэтому... То есть неважно, да, границ тут нет, наверное. Получилась такая универсальная а-ля балетная история, где не нужны слова, где все эмоции, скажем так, более универсальным языком выдаются. И здесь, будем надеяться, тьфу-тьфу-тьфу, примерно так же обстоят дела. Ну, посмотрим, да. Я к чему? Вот в Варшаве вы говорите, что люди прониклись, да, почувствовали эти эмоции, да, вы говорили, что главное, чтобы у зрителя была эмоция. Вместе с тем мы видим такие не очень хорошие проявления, осквернение памятников в той же Польше и так далее, и так далее. Вот ваше мнение какое? Зачем все это делается? Ну, вы знаете, к сожалению, история мало чему учит дураков, да, и она повторяется то ли в виде фарса, то ли в виде следующего трагифарса и так далее. Поэтому попытки дураков сделать новый мир для дураков, они, к сожалению, будут повторяться. Вы говорили, что не учит историю, может оттянуть, да? Может быть, оттянет, может быть, но не будем умнее, чем те, кто создавал этот мир. Не будем умнее. Расскажите, пожалуйста, как у вас проходила коммуникация на съемочной площадке, потому что актерский состав у вас, ну, просто самый пестрый, самый интернациональный, яркий, да, и съемки еще в Литве. Да, слава богу, что команда людей практически на 99%, я имею в виду и актеров, и всех тех, без кого кино не может быть сделано, понимала тему высказывания. Даже если не сразу, то в процессе съемочного периода все объединились. То есть даже те, кто предъявлял мне претензии и говорил, что немецкие офицеры не могут некрасиво умирать. Очень интересная, кстати, фраза, да, как это может красиво умирать. Поразила. И потом я попытался объяснить, что разницы никакой нет, что все люди и все боятся смерти, незнания, что дальше и так далее и тому подобное. Наверное, это было самое серьезное столкновение с людьми, которые пытались отделить одну нацию от другой и так далее. Одним словом, как раз то, о чем этот фильм и говорит. Но и эти люди сдались, и они в результате в конце съемочного периода говорили какие-то правильные, на мой взгляд, нужные слова. Значит, наверное, цели достигнуты, да, если еще до выхода в прокат? Будем надеяться, да. А вся остальная команда, я про актеров, блестящие актеры из разных уголков Европы собрались, которых я для себя открыл. И театральные, и киноактеры, и польские, и голландские, из Швеции приезжали, Франция, Германия, Австрия, Литва, Россия. Как-то я очень порадовался, что так много хороших актеров. Вот прямо. И кому-то даже, я уже говорил, я продлил киножизнь в этой истории, потому что там они пропадали из фильма намного раньше, и я придумывал и докручивал, чтобы они как можно дольше были на киноэкране.
С точки зрения вот кинопроизводства, да, это ваша первая картина в качестве режиссера. Как вот вам удалось, что называется, бегать к стульчику режиссерскому? И было сложно, было сложно. Иногда дистанция довольно длительная была, забега от съемочной площадки, особенно когда снимались общие планы. Вот, но чертовски интересно. Я не буду говорить, что я завтра же побегу снимать другое кино. Нет, надо отдохнуть, выдохнуть, поработать по профессии. Но было чертовски интересно, а меня спасало то, что был световой дублер. Да, человек, одетый в гимнастерку, и у которого была рация здесь. Я сидел у монитора, давал свои реплики через рацию партнерам, разводил мизансцену, потом бежал уже сниматься. То есть, наверное, если бы это предложение не было столь неожиданным для меня, я имею в виду от продюсеров, сесть в кресло режиссера, наверное, я бы никогда и не попробовал снимать кино как режиссер. Это было быстро, мощно, неожиданно, практически без подготовки. Я успел что-то о чем-то договориться на берегу, и мы пошли в этот забег. Наверное, иногда так правильно. Насколько я знаю, у вас время-то было на съемке? Время было во время съемок уже. Во время съемок, когда мне сказали, что выработка не такая сумасшедшая, как обычно. Обычно, если мы говорим о сложной выработке, это от 7 до 10-12 минут в день. Мне было предложено 2-3 минуты. То есть я понял, что я, даже если я где-то что-то буду не успевать и не дочувствовать, я могу в этот же съемочный день что-то исправить. О подвиге, да, которые мы говорим, или девиз этого фильма, подвиг, который мы забыли, писали в советское время, но сегодня автора этих строк, да и других авторов, да, начиная от «Молодой гвардии», заканчивая другими произведениями литературы, вот не сыщешь даже в школьной программе. Вот ваше мнение, стоило ли это убирать и как вообще возрождать? Если не через литературу, то как? Через кино, прививать молодежи? Я не знаю, я вообще считаю, что это подвиг тех людей, которым Александр Аронович спас жизнь. Это их стараниями, это их благодарность, и, наверное, эту эстафету они передали там и детям, и внукам своим. Это благодаря им сегодня есть и памятник в Ростове, это благодаря им сегодня есть и этот фильм, попытка сказать и поклониться. О дочери героя вспомнили, да? О дочери героя вспомнили, и в том числе я продолжаю наблюдать, и позаботились о ее здоровье. Очень важно не просто ставить памятники и снимать фильмы, а важно заботиться о тех людях, которые еще живы, которые помнят тех, кого пытались забыть. Вот такой парадоксальный ответ. Помнят тех, кого пытались забыть. А старания и Третьего Рейха, и советской власти послевоенные сделать так, чтобы максимально далеко отойти от этой темы и постараться забыть, как видите, не получается. Да, спустя годы все вскрывается, и, слава Богу, да, встает на свои места. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что вы возьмете паузу, да, и не будете снимать. Сама личность этого человека, в одном из интервью вы сказали, что она стоит отдельной истории, да? Что с ним происходило в мирное время. После войны, да. После войны, да. Вот у вас не было мыслей, если забегая вперед? Нет, я просто сказал, что я предположил, что творилось внутри этого человека до 90-го года, в мирное время, когда не было возможности ему встретиться с теми людьми, которые их разбросало по всему миру, когда, опять же, всячески пытались забыть и не говорить об этом восстании, об этой великой маленькой победе внутри войны еще. Очень интересно, чертовски интересно поразмышлять, пофантазировать и подумать на тему войны в душе в мирное время. Вот, наверное, так. Я вот когда готовился к этому интервью, первых зрителей читал какие-то короткие реплики, эмоции, да, сравнивают вашу работу со списком Шиндлера и с другими картинами великими. Вы говорили сами, что главная эмоция, да? Вот какая эта эмоция должна быть? У каждого ведь она своя, да, это безусловно. Нет, я не буду
Учить зрителя? Учить зрителя, как реагировать и чувствовать. Это самое неблагодарное занятие. Я просто предлагаю не бояться чувствовать, не бояться реагировать, не бояться плакать, не бояться смеяться, раз уж вы приходите в зрительный зал. Мне кажется, что любое, назовем это, скажем так, любая творческая мысль, а особенно направленная вот на эту тематику, она не может быть холодной, она не может быть лекционной. Она должна обязательно провоцировать и подхлестывать. Спонтанно и вызывать, наверное, изнутри, да? Да. Не могу не спросить о благотворительной части этого проекта, если можно так выразиться, да, насколько мне известно, там часть средств от сборов прокатных уйдет на Да, помощь в этом детям, году да? исполняется 10 лет, исполнилось официально 10 лет нашему фонду. Мы помогаем детям справляться с онкологией головного мозга. И вот такой вот подарок от прокатчиков, от продюсеров произошел, опять же, с этим фильмом. 5% от всех билетов в России, я имею в виду, пойдут именно в наш фонд для помощи нашим подопечным. То есть фильм продолжает спасать жизни. Есть в этом какая-то Ну, символическая такая черта. правда, миссия. и есть в этом что-то такое правильное. Если позволите, в целом о фонде, да, если не ошибаюсь, то 1700 детей вы спасли за эти 10 Уже лет. больше. Уже Это больше, было да? где-то месяц назад. Статистика порядка чуть больше 800 миллионов рублей было собрано за эти 10 лет. И это продолжает, скажем так, волна людей не безразличных, волна людей, которые вступают в наши ряды, она растет. Там, предположим, вот совсем недавно мы выступали с Юрием Абрамовичем Башметом в Кремле и собрали почти 1 миллион после спектакля в боксике. Нас стояли волонтеры, почти 1 миллион рублей. Ну, это какая-то фантастика, что происходит. Может быть, чем тяжелее, тем люди становятся отзывчивее. Какая-то парадоксальность в этом прекрасная. В завершении беседы вновь о фильме. Вот, выходит в прокат ваша картина, и 9 мая, наверное, люди пойдут. Вы сами в День Победы что делаете? Что это для... Символично. В День Победы в этом году я буду с премьерой этого фильма в Берлине. Очень даже символично. Очень символично. Вот Какие-то особенные у вас программы это имеются? Финальный самый будет премьерный показ, финальный тур премьерный. Именно в Берлине, 9 мая. На этом закончим. Спасибо вам за это интервью. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях народный артист России, актер театра и кино, а теперь еще и режиссер Константин Хабенский.